«Катюша» в землянке десантный батальон. От первых залпов войны до победного майского салюта эти песни прошагали всю войну, через которую прошли наши отцы и деды. Участники фестиваля вкладывают в исполнение композиции всю свою любовь к родине. Сомнения прочь уходит ночь отдельный, 10-й наш десантный батальон. В фестивале представлены лучшие патриотические песни, прославляющие героический подвиг защитников Отечества. Выступают участники со всех домов культуры Ингушетии, начиная от воспитанников самого Плиева и заканчивая Новым Редантом. Поют дети разных возрастов. Заира Бесаева и Хава Шанхоева – самые маленькие участники. Во время выступления немного переживали, но держались уверенно. Сегодняшний день для меня очень важен. 9 мая. Я хочу, чтобы на земле был мир. Поэтому наша песня так и называется. Мы хотим, чтобы птицы пели. Помимо музыкальных композиций, участники подготовили танцевальные номера. Например, Хади Хадзиева и Имана Хамчиева приехали из Дома культуры сельского поселения Инарки. Выступать перед столькими зрителями для девочек честь. Тем более, когда мероприятие посвящено такому великому дню. Дедушка, он тоже был ветераном на войне. Он участвовал в бою в Ленинграде. И я хочу это сказать с любовью. Спасибо всем солдатам, которые защитили нас. И теперь мы живем под мирным небом. Когда я пошла на сцену, у меня вызывали очень много мурашек. Я волновалась, что забуду на сцене танец. Для меня была огромная честь танцевать перед столькими гостями, перед министрами. Очень сильно волновалась. Также сегодня в зале звучат стихотворения. Каждая строка оставляет ком в горле. Наша Родина, она процветает, и что мы ее защищаем и будем защищать. Я надеюсь, все невзгоды нас обойдут, и мы будем жить дружно. Республиканский патриотический фестиваль «Нас песни к победе вела» проводится Министерством культуры совместно с Республиканским домом народного творчества. Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Великой Отечественной. В конкурсе песен нет первых или вторых мест. Каждый участник получит диплом. Ко Дню Победы очень много мероприятий. И, в принципе, дети очень охотно всегда участвуют в них и всегда показывают очень хороший уровень. Есть возможность посмотреть, сравнить, увидеть какие-то недостатки и для педагогов, и для самих участников, но и для нас, как Министерство культуры, мы тоже замечаем какие-то вещи, находим новые таланты, перспективных детей, возможности для того, чтобы их развивать дальше, чтобы они не бросали. Поначалу вообще дети у нас очень талантливые, и сегодня в этом можно убедиться. Во время Великой Отечественной войны лирические песни и стихотворения побуждали лучшее в человеке и являлись живительной силой для солдат. А сегодня через эти мелодии воспитанники домов культуры погружают присутствующих в суровые 40-е. Среди зрителей сегодня присутствуют представители региональной власти и организаций. Мы сегодня, взрослые, должны сегодня прививать детям, что победа, она одна, что и какой ценой она была сегодня добыта, чтобы наши дети, тот контингент молодых людей, которые будут продолжать строение нашей республики, нашего государства, чтобы они знали, что ингушский народ принял активное участие именно когда отковалась великая победа над фашистской Германией. Они отдали свои жизни, чтобы их дети и внуки жили под мирным небом. Сколько бы времени ни прошло, люди будут помнить и гордиться. Республиканский фестиваль «Нас песни к победе вела» проводится ежегодно. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.